На этом видео, которое появилось в Инстаграм 30 июля, Дугурхана Жигова. В критическом состоянии пациентку привезли в больницу вечером 26 июля, где врачами был поставлен диагноз – двусторонняя полисегментарная пневмония, поражение легких 50%, новая коронавирусная инфекция. На следующий день, 27 июля, состояние пациентки ухудшилось. Резкий переход на ИВЛ при COVID-19 – нормальное явление. Болезнь не показывает себя в полной мере в первые дни, признаются медики. Со слов лечащего врача Мариам Бариевой, все анализы были взяты в срок, как и положено. При поступлении пациентки была оказана вся необходимая помощь. Взяты были все необходимые лабораторные исследования. У нас по регламенту это общий анализ крови, биохимический анализ и анализ мочи. Анализ мочи технически они не смогли взять. Так, на второй день исследования поступления у нас берутся полный спектр, это все анализы, проводятся дополнительные инструментальные методы, проведены УЗИ сердца, УЗИ облаков почек, осмотрены всеми специалистами, эндокринологом, нефрологом. Можно, безусловно, посмотреть историю, я могу вам, безусловно, все предоставить. Не вовремя это имелось в виду. Не вовремя, со слов внучки, имелось в виду анализ анализ мозга. Он у нас делается на второй день, 27-го он вот есть. Все здесь предоставлено, все анализы, все здесь предоставлено. Работу по выяснению обстоятельств и причин инцидента начала и спецкомиссия по поручению руководства Министерства здравоохранения Республики Ингушетии. Все, что просит сегодня семья Жиговых, это разрешение на транспортировку пациентки в больницу в соседнем регионе. Раз здесь ее не могут вылечить, раз нет возможности, помогите хотя бы вывести ее за пределы, и все. По словам заместителя главного врача, это невозможно. Больная находится на учете в тубдиспансере. При исследовании на КТ у нее есть фиброз, не только ковид 50%, фиброз легких, есть еще специфические изменения в легких. Больной, кроме этого, много других заболеваний, которые очень серьезны. Она наблюдается у эндокринолога, у нее патология почек. Так, поэтому эта больная имеет такой коморбидный, очень тяжелый фон. Пояснение о том, что ковидных больных никуда не переправляют, и она получает лечение в том объеме, которое здесь проводится и которое обследуется, эта женщина не понимает. Стараниями многих активных пользователей социальных сетей события обросли массой домыслов и слухов, а в адрес врачей посыпались многочисленные обвинения в их халатности. То, что на снятых снимках есть кровоизлияние, у больной, как я сказала, есть сопутствующее эндокринологическое заболевание. Это ангиопатия, склероз сосудов, периферических сосудов. И малейшая инъекция вызывает, даже попытка сделать инъекцию, вызывает кровоизлияние, потому что лопаются сосуды. Ну, это и тем более больная получает терапию гепарином. Это не удары, это не прижимали ее и так далее. У этих больных бывает, что сегодня она бывает более-менее, так сказать, стабильным состоянием, может быть, через некоторое время состояние ухудшаться. Поэтому она находится здесь и получает лечение. Нам просто не дают работать ни дочь, ни ее внучка. Врываются, просто отодвигая входящих сотрудников, врываются в отделение. Вот что мы можем сейчас на данный момент сказать. Желание быть вместе с пациентом вполне объяснимо, но вот только последствия у подобных действий не самые благоприятные. Члены семьи должны понять, в инфекционном отделении им нет места. Мы поговорили с сыном Дугурхана Жиговой, который не хотел, чтобы его снимали, но эту ситуацию он обещал исправить. Проходя в красную зону, риск подхватить заразу высок, несмотря на противочумные костюмы и дезинфекцию. Болезнь может протекать бессимптомно, а человек стать переносчиком вируса. А тем временем в РКБ в инфекционном отделении лечение проходит 26 больных, 5 из которых в реанимации. Одного пациента выписали сегодня. Поступила 2 недели тому назад в очень тяжелом состоянии. У меня 60% поражения легких. Вы знаете, я волнуюсь. Но благодаря этим нашим замечательным врачам, которые при жизни надо ставить памятник, я сегодня жива.
вылечилась и ухожу здоровая домой. Я не знаю, я всю жизнь буду их благодарить. Спасибо им. Кто прав, а кто виноват, пока неизвестно. Министерство здравоохранения ведет проверку по данному вопросу. Новости 24.